Коми зритель привык больше к традиционной драматургии, к традиционным темам, жанрам, скажем, деревенские комедии. Это самые любимые нашим зрителям, то, что всегда есть у нас в репертуаре. Даже если старые пьесы уходят из репертуара нынешнего, появляются новые примерно на такую же тему, потому что это всегда интересно. Коми наши авторы все-таки стараются в традиционном ключе писать. Это, в принципе, неплохо. Но тут, наверное, дело может быть во внутреннем содержании пьес, в конфликтах и в темах. Я думаю, что вот надо все-таки выйти из деревни, как-то шире кругозор, чтобы был, показать современного коми-человека в городе. А почему бы и нет? Очень много коми-людей живет в городе, а почему-то вот пьес об этом нету. Есть же какие-то свои проблемы у этого человека, да, какие-то тоже вот свои конфликты внутренние. Театр старается вводить новые жанры, конечно же, и, в общем, работает в разных направлениях и для разного контингента зрителя. У коми-драматургов пока мы не видим таких пьес, чтобы подходило именно для молодежи, чтобы вот чем молодежь сейчас дышит, чтобы то же самое было и в коми-драматургии. Пока нету, к сожалению, такого. Чтобы и молодежи было интересно в нашем театре, мы берем в том числе современные пьесы, пока российских авторов, все-таки какие-то нововведения, чтобы вот были именно связанные со всей драматургией в России. В том числе мы, конечно, работаем с такими жанрами, как классика. В общем-то, классическая пьеса, она всегда интересна любому зрителю, городскому, деревенскому. Я думаю, и названия, конечно же, известные. «Ревизор», «Идиот». Приходится переводить, брать и классику, и современные пьесы, изначально которые не были написаны коми-человеком, не на коми-языке, а потом уже ставить их на коми. В общем, переводить на наш менталитет, насколько возможно, потому что переводу этому очень помогает, и сама постановка в чем-то может помочь, приблизить к нашему зрителю, даже если это иностранная пьеса какая-то. Скажем, интересно было посмотреть Лопе де Вега «Учитель танцев» на коми-языке, хотя там костюмы все испанские, 17 век, но в принципе никакого противоречия в этом не было. Все 30 лет, как существует наш театр, он всегда взаимодействовал с драматургами напрямую. То есть сначала, в то время еще практически не было коми-пьес, они были, скажем, о тех временах, которые уже неинтересны. А современные писатели были, и как раз театр работал над тем, чтобы эти писатели начали писать все-таки драматургию. Хотя они были хорошими прозаиками, поэтами, эта работа шла успешно. Сейчас как-то немножко меньше именно вот таких вот писателей, которые хотели бы быть драматургами, но театр всегда старается работать над этим.